Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чему пришло время и что буквально завтра начнет меняться, происходить в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, к чему же пришло время? Достичь. Что-то вам суждено достичь. Смотрите, здесь птичка, которая начинает взлетать вперед и вверх. Время летать. У кого-то в прямом смысле слова. Да? Пришло время куда-то полететь, может быть, какой-то перелет осуществить. Но у кого-то в переносном смысле этого слова достигнуть какой-то вершины, оторваться наконец-таки от грешной земли, где-то себя найти, в чем-то себя раскрутить, выйти на новый уровень, на новую высоту выйти. Но видите, это вы, птичка, и вы взлетаете, да, на низком старте сейчас находитесь. Буквально не сегодня-завтра, да, будете парить на новых высотах. Ну, либо лететь на большой высоте, например, куда-нибудь на отдых. Хороший на самом деле знак. Так, еще. Пришло время с каким-то мужчиной что-то решить. И вы это чувствуете. И он это понимает. Здесь разговор у вас состоится. Разговор очень непростой. Разговор, кстати, еще и долгий может быть, да, по времени. Там несколько часов будете говорить. Но вы таки с ним договоритесь. Причем договоритесь как-то на ваших условиях, либо так, как вам будет хорошо, выгодно. Смотрите, он будет сопротивляться, но вы его уговорите. Либо вы так вывернете эту ситуацию, что у него как и вариантов-то не будет, только лишь как с вами согласиться. Вижу, что собой будете максимально довольны, прям очень довольны. Вот. Мужчина, в принципе, тоже будет доволен, хоть и будет немножечко буково сопротивляться вам. Он-то понимает, что вы правы. Но в силу своего характера ему сложно это принять, либо озвучить, либо с этим согласиться. Но все равно вижу, что будет по-вашему. Вы с ним точно договоритесь. Так, еще пришло время навести порядок в вашей жизни. Порядок. Слишком много каких-то у вас тут ненужных то ли людей, то ли занятий, то ли даже каких-то мыслей. Да? Вот как не туда время тратите, либо не с теми время проводите. Порядок. Здесь идет ситуация, которая спровоцирует вас на то, чтобы именно навести порядок в своей жизни. Ситуация, возможно, не очень приятная, либо не самая приятная, но тем не менее эффект от этой ситуации, он просто потрясающий. Я бы даже сказала, такой оздоровительный эффект, да, потому что порядок наводите. С кем-то вы перестанете общаться, на что-то вы перестанете обращать внимание, с кем-то наоборот вы больше будете общаться, либо в чем-то вы больше усилитесь. Но порядок он нужен не только в жизни, но и в голове. И вы за это возьметесь, и с этим здоровски справитесь. Так, еще пришло время себя раскрыть с какой-то неожиданной стороны. Причем для вас это тоже будет неожиданная сторона. Что-то вы про себя не знаете, что-то вы про себя не до конца понимаете, либо себе что-то не до конца позволяете. Смотрите, с вашей стороны именно идет, знаете, выйти из раковины, снять, может быть, какой-то костюмчик, из которого вы уже давно выросли.
Тут явно чем-то блеснете, талантами, способностями, умом. Да, вы все у меня абсолютно разные. А кто-то блеснет всем и сразу. Себя удивите и те, кто вокруг вас. Все просто ахнут, охнут, скажут: ну надо же, ну что ж ты молчала, что такая талантливая, что такая умная, либо такой умный. Ну, люди будут на самом деле рады. Да вы и сами себе порадуетесь. Так, тройка. Кому-то будете передавать свои навыки, знания, умения. Пришло время делиться опытом. Кто-то будет учить детей, кто-то будет учить внуков, но кто-то будет учить, не знаю, подружку, либо друга. Будете передавать знания, будете передавать опыт. Сразу хочу сказать, что вы достаточно строгий преподаватель, да, но у вас так жестенько все проходит. Но тем не менее, вы знаете, как донести нужную информацию. Вы знаете, как ее подать. Вы знаете, как вложить эту информацию в голову человека. Будь то ребенок, будь то взрослый. У вас замечательно получится. И я бы на вашем месте обратила внимание именно на преподавательскую деятельность. Возможно, это ваша. Возможно, вот именно в этой сфере вас еще ждет успех, либо очень крутые достижения. Это не значит, что вы должны отказаться от своей основной деятельности, да, от своей основной работы и уйти в преподавание. Но совмещать, может быть, да, попробуйте для начала хотя бы совмещать. Вижу, что здесь есть будущее для вас. Будущее достаточно светлое, блестящее, я бы даже сказала. Еще я вижу, что картинки будут меняться у вас перед глазами. Возможно, вы действительно начнете посещать какие-то места, которые раньше не видели, либо которые не посещали. Это не обязательно там природа, это не обязательно другие города. Может быть, даже какие-то учреждения, какие-то организации. Много картинок, и они прям меняют, одна другую меняют, сменяют. И вы это видите, ну, то ли впервые, либо давненько уже не видели. Как разнообразие даже в жизни какое-то происходит. Серьезное, кстати, разнообразие. Так, здесь я вижу, что вы за себя постоите. Постоите и себя отстоите. Скорее всего, это связано с вашей трудовой деятельностью. Может быть, у вас руководители не очень умные, благородные люди. Может быть, вас кто-то цепляет, задирает на работе, там, коллеги, например, неадекватные. Может быть, в бизнесе у вас действительно есть очень зубастые конкуренты, которые все время пытаются вас укусить. Вы человек очень миролюбивый, и вы человек открытый, и такой всепрощающий. Вот, для вас все люди прекрасные, все идеальные. Но, скорее всего, ну как, надоело терпеть, да, либо настолько уже обнаглели, на голову сели, что вы за себя будете стоять, что вы себя именно проявите как сильная личность, с которой не следует связываться, да, либо себе дороже будет, если со мной свяжешься. И вы знаете, отступят. И вот вижу, что особо отличающиеся граждане, вот 2 человека, они от вас отходят, ну, испугаются, прекратят это свое давление на вас, либо безобразное поведение. Слушайте, разгоните неадекватных людей. Но вы молодец, вы молодец. Да, вы с виду вот такой весь добрый, положительный, светящийся человек, но внутри у вас сила, мощь. И с вами, конечно, лучше не связываться. Вы, конечно, редко своей силой пользуетесь, но если вы ее выпускаете, тут все, смотрите, разбегаются и плачут от вас. Ну, по справедливости, конечно. Так, еще я вижу, пришло время любить. Любить и быть любимой, либо любимым. Хоть весна у нас и заканчивается, но вижу, что кто-то влюбится, и влюбится по-настоящему. И большим плюсом идет, что любовь взаимная. Чистая, настоящая и взаимная. Ну, мои хорошие, любви все возрасты покорны, и любовь все-таки окрыляет. Она исцеляет. И очень много позитивных вещей, да, вот эндорфины с людьми делают. Вот и у вас идет любовь. Пришло время любить. Любить по-настоящему, по-взрослому. Возможно, это долгожданная любовь, да, долгожданные отношения. Но вот они идут, и слава Богу. Не отказывайтесь от любви. Неважно, сколько вам лет, не отказывайтесь. Вам это нужно. Это раскрывает вас, ваши таланты. Очень, кстати, благотворно повлияет на вас и на ваше здоровье. Вот эта новая любовь, влюбленность.
И еще пришло время вытягивать большую сеть, полную и тяжелую. Скорее всего, вы чем-то занимались в недавнем прошлом, поработали хорошенечко, да, раскинули эти сети. Теперь эти сети большие, тугие, полные, придется их тащить. Как знаете, еще немножко понапрягаться для того, чтобы получить свое. И вот чем тяжелее эта сеть, тем шире улыбка у вас на лице. Ну прям сами себе порадуетесь, сами себя похвалите. Так, еще пришло время чему-то научиться. Вот именно вы будете учиться. Какие-то новые знания, техники, технология, может быть, какая-то аппаратура, иностранные языки тоже сюда можно отнести. Чему-то вы начнете учиться. Честно скажу, вы не очень как настроены, либо не очень вам эта идея зайдет, понравится. Но есть какая-то необходимость, и вы начинаете. Кстати, очень успешно. И начнете, и закончите тоже очень успешно. Учиться никогда не поздно. И вы, мои хорошие, в этом 100% преуспеете. Так, еще пришло время с какой-то женщиной поговорить и расставить все точки над «и». Не могу сказать, в каких вы отношениях с этой женщиной, но разговор уже давно назревал. Этот разговор состоится. Разговор, кстати, неравный, потому что вы по всем параметрам превосходите эту женщину. Она, знаете, и мысков ваших недостойна, либо ниже ваших мысков находится. Вот такого уровня женщина. Вижу, что разговор состоится, вижу, что она все поймет, и вы все, что хотели, все ей выскажете. Вот, а она все поймет. Кстати, да, надо отдать ей должное, легко и быстро схватывает на лету. Это, кстати, облегчит вам работу. У кого-то отыграется, что пришло время заняться собой, заняться своим здоровьем. В силу каких-то обстоятельств, скорее всего, либо финансовых возможностей, либо, в принципе, времени не хватало. Как-то вы на себя немножко подзабили. А теперь пришло время работать над собой, улучшать свое здоровье, лечиться, причем по полной. Кто-то спортом займется, кто-то на диету сядет, кто-то какие-то медикаменты будет принимать, кто-то на более серьезные шаги пойдет, вот именно в плане здоровья. И вы знаете, несмотря на дороговизну, несмотря на проблемы со специалистами, ведь все мы знаем, что очень сложно найти достойного специалиста, вот ваша сила воли, ваше вот это стремление, что да, я хочу исцелиться, я хочу лучше выглядеть, я хочу поменяться, я хочу быть здоровенькой, вот вас вытащит, ваша именно сила воли. Один доктор нехороший, будете искать хорошего. Там препарат не найти, не достать, а вы найдете, а вы достанете. Либо найдете людей, которые смогут вам этот препарат приобрести, привезти, может быть, даже за границу привезти. То же самое, направление на обследование, либо на какие-то уже вмешательства. Вы всего добьетесь. Вас уже тут будет не остановить. А главное результат. Результат просто сногсшибательный. Такой стойкий, динамичный и в ремиссии идет. В ремиссии, то есть все лучше и лучше становится. Так, еще для женщины пришло время скинуть с себя какие-то как обременения, путы, веревки. Чем-то вы были обмотаны, обвязаны. И оно было очень тяжелым и токсичным. Допустим, у кого-то эти путы отыграются как кредиты, как долги. У кого-то как тяжелые, как ничтожные отношения с каким-то человеком, с мужчиной, допустим, ни туда, ни сюда, и не муж, и объелся груш, и прям непонятно, зачем вы вместе живете, друг друга мучаете. У кого-то привязка к какому-то человеку, либо, опять же, вредные привычки тоже могут путами отыграться. Пришло время, и вы все это будете сбрасывать. Честно скажу, будет тяжело. Вы у меня тут в центре стоите, прям, знаете, как чуть ли не, с кровью это отрываете, эти веревки себя срываете. Очень будет тяжело, но вы держитесь. Вы, главное, не останавливайтесь.
Продолжайте. Вас высшие силы будут поддерживать. Как, знаете, давать вам дополнительную энергию, дополнительные энергетические вливания. Вот, не останавливайтесь. Это очень тяжело. И не каждый может. А у вас получится. Какие-то вести еще пришло время получить. Вести о ком-то, либо о чем-то. Ну, вести, новости, да, сообщения. Долго вы либо ждали, либо даже уже надежду потеряли на то, что вы получите. Либо, в принципе, да, уже все начало забываться. А вот вижу, что получите. Причем, ну, достаточно объемную информацию получите. Это будет и интересно, и какие-то объяснения там будут, и что-то для себя поймете, и выводы правильные сделаете. Придет, информация придет, точно придет. Гнездо. Время гнездится. Слушайте, как шикарно. Здесь гнездо. Такое комфортное, красивое гнездо. Ну, смотрите, по гнезду это найти свой дом, обрести свой дом. Также гнездо может означать и семью, да, семью, создать семью, обрести семью, улучшить, может быть, взаимоотношения в семье. Опять же, облагородить свой дом, ремонт провести, мебель поменять. Но с правой стороны идет. Вы в своем гнезде очень счастливы. Да и гнезду своему очень счастливы. Да? Вам нравится, что происходит в вашей жизни, либо что меняется в вашей жизни. Вам все нравится, вы всем довольны. В самом венце у вас очень крутые знаки. У вас там птица, руна успеха, жезл и дельфинчик вышел. Ну, просто вот набор, да, набор невероятный, позитивный, добрый и светлый. Дельфин — это любовь, романтика, да, нам здесь это показали. Жезл — это шансы, возможности. Ну, руна успеха сама по себе, да, понимаете, предвещает вам все-таки вот как птичка взлететь на новую высоту и успеха своего добиться. Ну и птица говорит о том, что будет информация, много информации. Возможно, кстати, на крыльях этой птицы не только информация прилетит, но и, например, какой-то человек вас посетит. Хорошие знаки, сильные, особенно вот венец мне нравится. Он такой чистый, светлый, и вот четко 4 знака показано. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.